принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, правила одни и цель одна. Здравствуйте! В эфире передача «Мой спорт». Не так давно прошли соревнования по спортивной ходьбе. Было очень интересно. Причем замечу, что соревнования проводили первый раз в Якутске. В смысле, если говорить о спортивной ходьбе, это довольно сложный вид спорта. Перейти от ходьбы к бегу бывает очень часто, когда ты с кем-то соревнуешься. Я думаю, что на вторых соревнованиях, которые Матвей Иванович организует в ближайшее время, будет больше участников. Ну а то, что сегодня пришли истинные энтузиасты, это, наверное, свидетельство этого. У нас есть и базы, и возможность, поэтому эти соревнования будут с этого момента, начиная с этого момента, ежегодными, традиционными, и не только это соревнования, но еще другие мы прибавим вот по спортивной ходьбе. Участники приехали 16 человек по всей республике, из Мегина, Хангаласской области, из Якутска и из Хатасы. 10 ветеранов спорта, почти все марафонцы, и 6 женщин и 3 юноши. Ага. А сколько кругов сегодня было? Ветеранов мы запустили на 3 километра. 3 километра – это 7,5 кругов по стадиону. Прошло все отлично, я могу сказать. На первой соревновании 16 человек – это очень хорошо. Если у нас 16 человек, то в Республике Мордовия 160 человек в соревновании. Да, много. Колоссальное отсутствие. Если у нас только один кандидат в мастера спорта, то в Республике Мордовия более 10 заслуженных мастеров спорта. Это олимпийские чемпионы, трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Канискина, Валерий Борщин, Сергей Кирдяпкин, Денис Нижегородов. Вот. Ну, это олимпийский вид спорта, во-первых, надо развивать. Я думаю, что у нас же якутян выносливость, это конек. Первый раз участвуете? На первый раз республиканский, первый раз же сделали. Вот. Ну как вам организация? Бегом для себя, здоровья. Ага. Сколько лет уже занимаетесь? Ну, я 300 с лишним. О, да, много. А как вам вообще сегодняшнее соревнование прошло? Ну, очень хорошо. Вы довольны? Мне понравилось. И для нас это очень радостно, потому что мечта была Аким Константинович, вот он пропагандист спортивной ходьбы, он еще 5 лет подходил и хотел, чтобы в республике развивалась спортивная ходьба. Но есть начало, и начало дали нам управление спорта, это Матвей Иванович Лыткин при поддержке Министерства по молодежной политике и спорту Александр Григорьевич Подголова. И, конечно, радостно, что Александр Васильевич Власов сам участвовал, сам пропагандирует эту спортивную ходьбу. И я думаю, будут результаты. Сегодня много понравилось мне, за технику дали, за призовые места дали, сколько призов. Приз учредил также. Мы тоже в стране не остались. Я являюсь первым вице-президентом Федерации легкой атлетики в лице Михаила Юрьевича Плетнера. Я поздравляю всех чемпионов, всех призеров, участников, организаторов этого турнира. И от Михаила Юрьевича призы. Один прекрасный момент мы поняли, что вид спорта, спортивная ходьба в нашей республике отсутствует. И самый главный двигатель развития любого вида спорта – это организация соревнований. Вот этот механизм. И весной мы для начала пригласили известного ходуна с Мордовии, который является лидером России. Сейчас Олимпийские игры, чемпионаты мира не обходятся без
спортсменов Мордовии. И оттуда у нас приехал наш земляк, и вот этот показал технику ходьбы, как организуется и так далее. И вот сегодня он присутствует здесь, и мы уже провели первые соревнования. Первые соревнования я лично принял участие, и оказывается, по ощущению, по внутреннему содержанию очень интересно. Еще самое главное, спорт учит побеждать самого себя. Вот. Ты сам себя можешь регулировать, и тогда тебя вредные привычки, бросить курить, отказаться от вредных привычек. Это все зависит от умения побеждать себя. Спорт учит как раз к этому. Вот родители должны это четко понимать. А словами учить, лекциями читать, и чтобы ребенок начал уметь побеждать себя, это невозможно. Матвей Иванович Лыткин, специально для передачи «Мой спорт». Ну и к завершению смотрите далее открытие стадиона по мини-футболу. Школа-интерната 5-го вида огромный прекрасный праздник. Сегодня мы открываем спортивную площадку. И с такой радостью я слово предоставляю нашему директору Федосееву Валерию Петровичу, отличнику образования Республики Саха-Якутия. Добрый день, уважаемые гости, коллеги. Сегодня у нас особый день. Мы отмечаем открытие детской спортивной площадки, которую подарил нам город Якутск. Вдвойне отрадно, что именно детям с ограниченными возможностями проявляется неустанная забота и внимание со стороны администрации города Якутска и правительства. Желаем вам больших побед, больших успехов в работе и исполнении всех заветных желаний. Ребята, как вам площадка? Нормально сделано. Нормально? Нормально. Нравится? Да. Сегодня у нас открытие спортивной площадки для детей с тяжелыми нарушениями речи, который подарил нам город Якутск в лице мэра города Заболева Юрия Вадимовича. Площадка нас во всем устраивает. Сегодня также мы проводим спортивное состязание, в котором участвуют 4 школ. Это школа-интернат 5-го вида, школа 2-го вида, также школа глухонемая и школа слабовидящих. Ну, также мы представлены здесь полностью физкультурными работниками. Также здесь у нас сегодня побывали работники Министерства образования в лице Варламова Михаила Ивановича. И также у нас вот были представители Министерства по молодежной политике. Открытие вот этой вот детской спортивной площадки, значит, предназначенной для 4 видов спорта, то есть называется мультиспорт. Значит, здесь можно заниматься мини-футболом, волейболом, баскетболом и большим теннисом. Это по счету 16-я площадка в городе Якутске. Дорогие телезрители, на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Смотрите телепередачу «Мой спорт», занимайтесь спортом. До свидания. Джамал Алиев здесь проигрывает иранцу. Поймать, вот он этот момент. Это чистая победа, это душе. Весь турнир дальневосточный борец провел очень уверенно. Удивительно перепятие вольной борьбы. Обо всем об этом вы узнаете в книге «Вольная борьба. Покоривший Али». Контактный телефон 8 924 870 72 77. Не отказывайте себе в удовольствии. Играйте в пейнтбол даже зимой.
специально оборудованном теплом и удобном помещении. Место встречи Кирзавод. Подробности по телефону 755 880. Объединение спортивных нарт Республики Алмазные Зары проводит турнир по длинным нардам. 29 октября в City Life сразятся мастера логики за титул победителя. Заявки принимаются по телефону 73 03 06. 73 03 06. Папа, мама, я плюс я. Спортивная семья. 28 октября во Дворце спорта 50 лет Победы состоится семейные соревнования «Папа, мама, я плюс я. Спортивная семья». Заявки на участие подаются по телефону 42 0032. Не пропустите. Компания «Мегафон» стала генеральным партнером социального проекта «Сахакар». Станьте участником, и вы будете получать скидки до 30%. Планируем делать скидки до 50%. Обладатели карты будут иметь 10%. Арифлейм выбирает «Сахакар». Топ-модели выбирают лучшие. Сахакар. Будьте на волне моды с нашим магазином «Гланс». Вместе мы можем больше. Генеральные партнеры проекта – оператор сотовой связи «Мегафон», меховой салон «Снежный барс», выставочный салон «Дверной союз». Моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, здесь правила одни и цель одна. Если хочешь играть, играй. Если хочешь летать, лети. Жизнь — это тоже игра. Если ты упал, встань и иди. Моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, здесь правила одни и цель одна. Моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, здесь правила одни и цель одна.